Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телеканале Душанбе. В студии Улугбек Салимбекзаде. В столице состоялась встреча агитационной группы исполнительных органов государственной власти с сотрудниками сферы работы с женщинами и семьей. Мероприятие прошло в зале администрации района Шоу-Мансур и было посвящено разъяснению основных положений послания президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли. На агитационной встрече, посвященной посланию президента, заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одилзода подчеркнула, что послание главы государства является комплексной программой, определяющей стратегическое развитие страны. По ее словам, документ охватывает ключевые направления от привлечения инвестиций и создания промышленных предприятий до модернизации энергетической и транспортной инфраструктуры, эффективного использования сельхозземель и расширения международного сотрудничества. Особое внимание в нынешнем послании уделено цифровым технологиям и искусственному интеллекту, ускоренной индустриализации, развитию транзитного и туристического потенциала, реформе государственного управления и поддержке предпринимательства. В ходе встречи было отмечено, что сотрудники сферы работы с женщинами и семьей столицы активно реализуют государственную политику по поддержке женщин, укреплению института семьи и повышению правовой грамотности. Через семинары, встречи и разъяснительные кампании предпринимаются меры по профилактике социальных проблем, укреплению семейных отношений и воспитанию здорового сознательного поколения. В продолжении проведения результативных встреч, организуемых руководством исполнительных органов государственной власти города Душанбе с текущими структурами столицы, на этот раз состоялась встреча ответственных лиц органов власти с жителями и проживающими в микрорайоне 32 района Сино. Далее репортаж моих коллег. Послание лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, действительно является важной и руководящей инструкцией для каждого жителя страны, особенно для подростков и молодежи, и побуждает каждого патриота достойно участвовать в дальнейшем развитии нашей любимой независимой родины Таджикистана. Этот момент был подчеркнут во время выступления представителей исполнительных органов государственной власти города Душанбе перед жителями микрорайона 32 района столицы. В ходе своих выступлений присутствующие отметили уникальный вклад уважаемого президента страны Эмомали Рахмона в развитие благоустройства и процветания страны, его постоянную заботу о различных слоях общества, включая подростков и молодежь, инвалидов, малообеспеченные слои населения и другие группы. Гостей призвали быть преданными своей работе, привлекать членов общества к обучению, любить родину и уважать святыни и национальные ценности. Со стороны выступающих были затронуты вопросы реализации стратегических направлений страны, повышения зарплат государственных служащих и работников образовательных, научных, культурных, спортивных, медицинских учреждений, учреждений социальной защиты и других бюджетных организаций, а также вопросы стипендий, страховых, трудовых и социальных выплат, достижений в транспортной сфере, особенно столичного транспорта, эффективного применения государственной политики в работе с молодежью и спортом, образованием и культурой, здравоохранением и социальной защитой, внимание к женщинам и детям, городского просвещения, активного участия в строительстве и созидательной деятельности, а также дает конкретные поручения руководителям и соответствующих органов для устранения имеющихся недостатков. В столице страны продолжается работа пропагандистской группы органов государственной власти города Душанбе, направленной на разъяснение положения послания президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли и достижение 34-летия государственной независимости. Очередное заседание прошло в здании общеобразовательного среднего учреждения номер 11 района Исмули-Сомони. Подробности данной темы смотрите в репортаже моих коллег. Послание президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Маджлисе Оли страны как стратегическая государственная программа устойчивого развития играет ключевую роль в определении приоритетов социально-экономической политики и повышении уровня жизни населения. В целях изучения и разъяснения положений послания лидера нации в городе Душанбе были сформированы рабочие группы и организованы встречи с жителями столицы. Очередная встреча членов рабочей группы прошла с жителями Махале
Сурхоп, Захматобод и Холова в здании общеобразовательного среднего учреждения номер 11 района Измойли-Сомони. В ходе мероприятия представители рабочей группы подчеркнули значимость послания главы государства как основополагающего руководящего документа. Отмечалось, что Таджикистан вступил в новый этап развития и прогресса, добиваясь ощутимых результатов благодаря реализации экономических и социальных стратегий и программ. При этом социально-экономическая сфера как ключевое направление развития страны находится в центре внимания послания президента Республики Таджикистан в текущем году. Кроме того, в ходе встреч граждан призвали соблюдать нормы городского этикета, активнее участвовать в мероприятиях по благоустройству и строительству, а также в районных и общегородских общественных инициативах. Участникам была предоставлена возможность в формате открытого диалога обсудить существующие проблемы и недостатки в различных сферах. Отмечено, что одной из главных целей деятельности рабочей группы является выявление актуальных вопросов населения и поиск путей их решения через прямое и конструктивное общение. Эти вопросы также стали предметом обсуждения на очередном заседании рабочей группы с участием представителей исполнительных органов государственной власти города Душанбе и других ответственных лиц. Как было отмечено на пресс-конференции Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан, в отчетный период ее деятельность осуществлялась в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, отраслевым законодательством в сфере образования и государственной службы, постановлениями и нормативными актами правительства страны, указами и поручениями президента Республики Таджикистан, а также внутренними нормативными документами Академии. В Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан работают 539 сотрудников и преподавателей. Из них 432 человека являются штатными сотрудниками и еще 107 преподавателями, привлекаемыми на основе внешнего сотрудничества. В структуре штатного персонала 265 человек, преподавателей 63 технический и вспомогательный персонал. Среди штатных сотрудников 190 женщин и 242 мужчины. При этом 21 женщина занимает руководящие должности, было отмечено на пресс-конференции Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан. В 2025 году в Академии проведена значительная работа по систематизации образовательного процесса, повышению уровня подготовки и усвоения знаний студентами, приведению направлений и специальностей в соответствии с требованиями рынка труда, а также по совершенствованию организационно-методической деятельности. Согласно действующим образовательным планам на 2025-2026 учебный год объем учебных часов по 16 кафедрам составляет 182 804 часа, что на 55 626 часов больше по сравнению с прошлым годом. В 2025 году профессорско-преподавательский состав Академии подготовил 19 научных монографий, 13 учебников, 46 учебных и методических пособий, а также опубликовал 17 материалов научных конференций. Отмечено также, что фонд научной библиотеки насчитывает 2 284 тысячи экземпляров, из которых 28 тысяч находятся в основном фонде, а 2256 тысяч в электронном формате. Ну и последняя в отчетный период численность студентов Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибн Сино составила 13 860 человек. С учетом аспирантов и студентов, медиков, общее количество обучающихся достигло 15 766 человек, и было отмечено это на пресс-конференции в университете. Административный и профессорско-преподавательский состав Таджикского государственного медицинского университета имени Абу Али ибн Сино в 2025 году осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан, указами и поручениями президента Республики Таджикистан, лидера нации, решениями правительства Республики Таджикистан, протокольными поручениями заседаний правительства и его президиума, а также стратегиями и государственными программами в сфере здравоохранения и образования. Работа университета также основывается на решениях и распоряжениях Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Министерства образования и науки Республики Таджикистан, а также на решениях ученого совета и правления вуза. Как было отмечено на пресс-конференции, по итогам отчетного периода университет достиг значительных успехов в сфере образования и науки, научных исследований, медицинской деятельности, а также в укреплении материально-технической базы. В настоящее время в университете обучаются 1645 иностранных студентов из 28 стран.
Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу моими коллегами. Не прощаемся с вами, оставайтесь на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.